центре Ханского дворца под открытым небом первыми на сцену вышли 3 колдуна. В спектакле Рифат Зейтаблаев играет самую злую роль. Он один из колдунов. Актер признается, играть для детей гораздо сложнее, чем для взрослых. Да, к сожалению, детки иногда плачут, иногда, наверное, мы чересчур искренне играем это, я не знаю. Но стараемся, чтобы голоса звучали подобрее. Пластика не такая зловещая была, наверное. Перед школьниками выступают артисты Крымско-татарского театра. Главную роль исполнил певец Асан Белялов. Закрою, предо мною ты встаешь. Детям показывают спектакль о калифе, мечтающем о жизни без забот. Он смотрит в окно на танцующих аистов и завидует им. Мероприятия такие проходят у нас достаточно часто. В летний период тоже на открытой площадке, то есть доступно для всех, и для жителей города Бахчисарая, и для приезжих гостей. С первых минут спектакля маленькие зрители уже определяют для себя любимых героев. Сколько невест меня бросило? Сколько? 3. Хан мне понравился тем, что он главный, он не капризный. Зарина понравилась тем, что она красивая. Мне больше понравилась царица, потому что она такая веселая, добрая, красивая. Очень хочу еще раз сюда прийти и посмотреть новый спектакль. В год театра крымско-татарская труппа также выступает в школах и детских садах республики. Для учителей и детей спектакли бесплатные. Ближайшее мероприятие на территории музея-заповедника пройдет 29 сентября. Гостей ожидает 12-й военно-исторический фестиваль «Альминское дело». Помимо самого сражения, там будут воссоздавать 3 лагеря воюющих стран, где каждый желающий сможет ознакомиться с повседневной жизнью солдат в полевых условиях той эпохи. Севиля Миметова, Эрвин Миралиев, телеканал Милет.